Сборник документов и материалов 19-го, начала 20 века об Ингушетии и ингушах – это книга, которая расскажет нам об истории нашего народа за последние 2 столетия. Оригиналы документов, представленные в ней, мы можем найти не только в архивах Ингушетии и городов России, но и в зарубежных странах. Автор сборника – заведующий отделом этнологии научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, кандидат философских наук Борис Харсиев. Он отмечает, что выход в свет этого научного труда – это итог многолетней исследовательской работы и дань памяти профессору Ибрагиму Дахкилькову. В свое время он дал ряд заданий нам в отдел этнологии, в том числе руководителю этого отдела, мне. И, значит, работа шла помимо всего остального, как я уже сказал в своих командировках, бывая в архиве, я собирал определенный материал по ингушам. Актуализировалась вот эта вот потребность сделать такой сборник, конечно, в последние годы, последние несколько лет. Поэтому, собрав весь материал, который у меня есть, я, значит, составил сборник, естественно, с ведома нашего руководства ингушского НИИ, которая одобрила идею создания этого сборника. В подготовке сборника Борису Магомедгиреевичу большую помощь оказали не только коллеги по институту, но и научные сотрудники и друзья из Азербайджана, Кабардино-Балкарии, Дагестана. Они писали рецензии, давали ценные советы. Рецензии я получил от доктора наук Севинч Алиева из Азербайджана. Вторую рецензию я получил от Владимира Емельянова, кандидата исторических наук, кстати, человек с очень большим опытом. Он когда-то даже работал в Ингушском НИИ. Сейчас он работает в Краснодарском институте наследия, филиале института Лихачева. Вот эти рецензенты, они указаны в моем сборнике. Редакторами выступили известный составитель многих сборников из Кабардино-Балкарии Руслан Кармов, а также Руслан Джамбулатов из Дагестана. Сборник начинается с акта, по которому назрановские ингуши пошли под покровительство России в 1810 году. И все обстоятельства, это первая часть сборника, рассказывает нам как раз-таки о событиях тех днях. Во второй главе книги отражены события предреволюционные и революционные. Далее в сборнике публикуются материалы, посвященные депортации ингушей и других народов Казахстана и Среднюю Азию. Здесь много документов, которые ранее были не опубликованы, даже такого характера, ведь для того, чтобы выслать чеченцев и ингушей, надо было делать огромную подготовку. И вот в этом плане, на мой взгляд, не хватало документов, а высылки есть много документов. А как происходил этот процесс, как прошла эта подготовка? По причине того, что в материалах сборника упоминается не только наш народ, но и другие, которые пострадали от репрессивной политики Сталина, книга может быть интересна широкому кругу читателей. Следующие разделы сборника посвящены событиям после возвращения ингушей на родину и документы из новейшей истории Ингушетии. В сборнике как известные документы опубликованы, так и много документов, которые были выявлены, и они еще не были в научном обороте. Поэтому, я думаю, для тех, кто хочет знать историю нашего края, историю ингушей, этот сборник будет очень интересен. Труд любого научного сотрудника – это кропотливая работа, которая состоит из поиска нужных документов из огромного количества несущественных материалов, их изучения и анализа. На это порой уходят годы, а то и десятилетия. Но найдя такие документы, ученый испытывает ни с чем не сравнимую радость. Есть такие материалы и в сборнике документов и материалов 19-го, начала 20 века об Ингушетии и ингушах, которые служат особой гордостью для автора. В каждой из этих глав есть документы, которые для меня самого очень были интересны. Допустим, статистические сведения 1863 года о том, где жили ингуши, какие территории они занимали, даже поименно
поименно, кто где жил, что он занимал, что входило в Ингушский округ, что не входило в Ингушский округ. Многие документы не вошли в сборник, поскольку при включении их труд был бы слишком объемным, но ученый продолжает свою исследовательскую работу. Борис Магомедгереевич рассказал и о последней своей статье. В своих поисках у меня получился такой удивительный случай. Я нашел документ, вернее, мне переслали коллеги из-за рубежа документ, благодарственное письмо генерала Томса. Вот. Это высокопоставленный чиновник Британской империи. И его благодарственное письмо адресовано Абубекеру Плиеву, то есть ингушу. Вот. Это удивительный факт. Над этим фактом надо работать над биографией Абубекера. А Абубекер Плиев, кстати, сын знаменитого Юсуф Хаджи Плиева, который в составе 3 делегатов от ингушей ездил поздравлять дом Романовых в 1913 году. На редактирование сборника Борису Харсиеву потребовалось 1,5 года, а вот чтобы собрать материал, ушло более 10 лет. За это время он побывал во многих странах мира, познакомился с учеными с мировым именем. Они помогали не только в поиске документов, но и в переводе. Вообще, эта книга, она хрестоматия истории ингушей за последние 200 лет. Она не уникальна. Наверное, таких книг будут выходить много, и они необходимы для нашего народа. Почему? Потому что без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. А знать историю своего народа – это значит ориентироваться в современной жизни. Борис Харсиев – автор более 200 научных статей, в том числе многие переведены на грузинский, азербайджанский, турецкий, английский, французский языки. Также им выпущены 4 литературных сборника. И сборник документов и материалов 19-го, начала 20 века об Ингушетии и ингушах – очередная исследовательская работа ученого, которая расскажет нам о наших предках.